Здравствуйте, в эфире программы «7 дней». Студия Ильшат Аминов. Смотрите сегодня в нашей программе. Послание на следующий год родных языков. Главное, что мы вместе, а значит, у нас все получится. Без берега, без кыш, бердамлекта. Домашнее задание новому министру образования. В первую очередь необходимо, конечно, восстановить билингвальные группы во всех педагогических колледжах. Вторая волна коронавируса. Мы должны понимать, что нужно носить маску, нужно мыть руки, нужно иметь это дезраствор. Чего нам ждать этой осенью? Все зависит от людей. Стройка века. Москва, Пекин и Макеево. Новая трасса М-12 и ее будущие соседи. Столько плюсов, ни одного минуса я не вижу. Практически спустя неделю после инаугурации президент Татарстана Рустам Минниханов выступил со своим посланием к Государственному совету. К этому программному документу национального лидера всегда особое внимание. По какому пути пойдет Татарстан в экономике? На каких направлениях сделает большой акцент? Где, какие подводные камни нас могут ожидать? Как на нас, на всех отразилась эта ситуация с пандемией? Какие масштабные инфраструктурные проекты будет воплощать в жизнь Татарстан? Какой у руководства республики план на предстоящий год? Ответы на все эти и многие другие вопросы содержит послание. Для многих в зале не стало сюрпризом и то, что Рустам Минниханов объявил следующий год годом родных языков и народного единства. В принципе, эти идеи были озвучены президентом ранее в своих программных статьях. Тимур Бекмурзин подробнее. Большой концертный зал имени Сайдашева, красная ковровая дорожка, политическая и деловая элита республики. Послание президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету мероприятие по-своему ритуальное. Все необходимые атрибуты были соблюдены в точности. Журналисты за полчаса до начала речи президента в поисках комментариев выхватывали цепким взглядом, как им казалось, самых интересных и нужных спикеров, депутатов, министров, глав районов. Эти скромные люди проходили незамеченными и неузнанными, но именно им предстояло стать главными участниками и действующими лицами мероприятия. Конечно, вместе с Рустамом Миннихановым. Сегодня в зале Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов, участник Великой Отечественной войны Александр Михайлович Молотов и труженики тыла Камиль Хусаинович Тукаев, Ленар Альфатович Хисамеев, старший участковый уполномоченный полиции из Арского района, Петр Михайлович Иванов, ветеран пожарной службы. Дорогие друзья, попрошу их подняться. Хочу выразить слова глубокой признательности вам, в вашем лице, татарстанцам, за самоотверженный труд и пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия. Эти семьи сегодня здесь с нами. Попрошу их тоже показаться, подняться. Рахмат сизга. Сегодня в зале молодые люди, которым мы можем по праву гордиться. Это 15-летний Флорид Садриев из Лениногорска, участник движения «Юнармия», который спас человека в пожаре, и Галимов Ратмир из Чистополя, награжденный медалью «Доблесть и отвага» за спасение 7-летней девочки, а нашему герою самому 7 лет. Я попрошу ребят подняться, поаплодируем. Отдельные слова благодарности от Рустама Минниханова прозвучали в адрес государственного советника Минтимира Шаймиева, который очень много сделал и делает для сохранения историко-культурного наследия Татарстана, возрождения его святынь, древнего Болгара и острова Града-Свияжск. А в последнее время активно занимается развитием полилингвального образования, делает все, чтобы у людей проснулся интерес к изучению родных языков, родной литературы и культуры. Минтимир Шарипулы, сіз тарихи мәдәни мирасны саклау эшендә бөтен күңелегезне бирәсез. Хезмәтегез бик мөһим һәм кирәкле. Сезгә зур рәхмәт, саулык, сәламәтлек телим.
Но нельзя же говорить слово «республика» и при этом понимать только место на карте. Это же люди. Дорогие друзья, я тоже прошу вас подняться от всей души, а еще выразить от имени всей нашей республики. Но это такая обновленная форма вот этих вот советских практик. Мне кажется, ничего плохого в этом нет, потому что, включите центральные каналы, да, и вы увидите, в основном показывают бомонд, относящийся там, к шоу-бизнесу, как он живет, какие у них семейные дела. Трое из этих ребят здесь. Я хочу, чтобы они поднялись, мы поприветствовали, пожелали успехов. Спасибо. Дает такой некий эмоциональный заряд, что послание именно не только это Госсовет, а послание, в общем-то, и людям. То есть здесь присутствуют люди, которые непосредственно решают эти проблемы. Именно этот посыл Минниханова отметили многие эксперты. Одна из любимых фраз президента Татарстана «Мы все в одной лодке» в этой связи приобретает несколько иное прочтение. В одной лодке теперь не только чиновники, политики, представители разных партий, а все жители Татарстана. А их благополучие, качество жизни – главный приоритет в политике Рустама Минниханова. Не случайно свое послание он начал именно с социальной повестки, а уже после перешел к экономике, к вопросам ее восстановления после пандемии. Это будет сложный, по-своему болезненный процесс. Рустам Минниханов не делал особого акцента на проблемных моментах, но уже ни для кого не секрет, что в федеральном правительстве сейчас рассматриваются инициативы по увеличению налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, в частности на месторождение со сверхвязкой нефтью. Это как раз тема Татнефти и Татарстана. Нефтяники в последние годы активно вкладывались в эту сферу, строили котельные, всю необходимую инфраструктуру, развивали технологии. Сейчас встает вопрос, удастся ли сохранить с таким трудом наработанный задел. Сейчас это не просто подрыв доходной базы, бюджета всех уровней. По сути, это утрата технологий. Я очень надеюсь, что это будет временно, что вот ситуация для того, чтобы все-таки выйти, как мы говорим, маневр этот, мы же постоянно маневрируем. Я очень надеюсь, что мы выйдем из этого маневра и дальше будем поддерживать нефтяников. Я думаю, что все-таки не будет полная отмена, а будет определенная корректировка. И, может быть, какие-то механизмы компенсации еще будут? Обязательно. В этой связи Рустам Минниханов призвал всех в своем послании быть еще усерднее, результативнее, эффективнее. Касается ли это развития крупных производств, сельского хозяйства или малого бизнеса? Президент обратил внимание на успешный опыт индустриальных парков и особых экономических зон в Татарстане, при этом отметив, муниципальные промпарки работают не всегда эффективно. Уверен, что непростые задачи потребуют усилий всех органов государственной, муниципальной власти, хозяйствующих субъектов, представителей бизнеса. Мы чувствуем такую ответственность все. Президент сказал, что мы должны не только слышать то, что хотели бы услышать, а то, что нам говорят граждане, предприниматели, как одна из движущих частей, активных частей населения Республики Татарстан. Это дает импульс такой спокойной, нормальной, но напряженной работе. Поэтому в этом отношении сила послания именно в уверенности и спокойном тоне. Это сейчас самое главное. Несмотря на трудности из-за пандемии, Татарстан, по словам Минниханова, не будет резко сокращать расходы на инвестиционные программы и проекты. Более того, именно в этот период некоторые такие проекты, особенно связанные с транспортной инфраструктурой, могут стать драйверами роста. Внимательно слушал послание теперь уже экс-министр транспорта Татарстана и новоиспеченный сенатор Ленар Сафин. Ему предстоит курировать эти проекты уже в новом качестве. Это и строительство мостового перехода через реку Каму в районе населенного пункта Соколка с обходом Нижнекамска и набережных Челнов. Это и строительство новой скоростной магистрали М-12, которая пройдет на территории республики, практически рассекая ее всю. Поэтому это очень крупные проекты, причем сроки строительства очень жесткие. Главное политическое заявление Рустама Минниханова не стало для большинства присутствующих неожиданностью. О необходимости поддержки и развития родных языков, о том, что в многообразии культур, традиций и обычаев разных народов сила Татарстана, Рустам Минниханов заявлял еще в своих программных предвыборных статьях. Придавая большое значение данному вопросу и единению многонационального народа республики, следующий год в Татарстане предлагаю объявить годом родных языков и народного единства.
вся республика, все структуры властей, все общественные организации будут мобилизованы именно под эту задачу. Нам легче будет решать те задачи, которые вот, одним сложнее было бы решать, поскольку, как президент сказал, на эту комиссию он возлагает особые надежды, так скажем, оправдать приходится. В духовном управлении у нас сейчас идет год сохранения национальных языков. То есть в этом направлении хоть что-то мы, если что-то мы смогли наработать, мы готовы этим делиться. И я обрадовался этому объявлению, заявлению, этому желанию. И считаю, что все наши имамы нашей республики 100% поддерживают президента в этом начинании. Поэтому ему желаем терпения, мудрости, а имамы республики, помощники его в этом направлении. В нашем многообразии наша сила и наше единство, в том числе и культурном, историческом, если хотите, как раз и языковом. Поэтому еще раз повторяю, объявление годом родных языков и в очень хорошем сочетании годом единства это не может быть не поддержано. Мы очень много говорили в последнее время об этом, и я думаю, что этот год будет годом реальных дел по сохранению языка. Мы, когда говорим о таких важных вещах, может быть, стоит напомнить и то, что вообще сохранение народов, сохранение самобытной культуры – важнейшая составная часть демократизации. Сейчас наша задача правительства, Дома дружбы народов, Ассамблея народов Татарстана, Всемирного конгресса татар в ближайшее время уже практически подготовить проект плана и через Ассамблею народов Татарстана, через Дома дружбы народов дойти до каждого человека. И опять это не только праздники наши национальные, это все-таки наша история. Наша история, взглянуть в историю, посмотреть на сегодняшний день и работать на перспективу, на опережение. Мы видим и все вместе радуемся новым успешным проектам, как Адамнар, да, мультилингвальным школам. Мультилингвальные детские сады уже заработали. И я думаю, что в ближайшие как раз 3-4 года мы уже увидим результаты билингвальных детей, мультилингвальных детей, которые уже пойдут гармонично в мультилингвальные школы. Поэтому тема развития языков, тема развития детей, да, образования, я думаю, она будет только развиваться. Татарстан – это республика возможностей, территория, где каждый сможет воплотить свои идеи в жизнь. Главное, что мы вместе, а значит, у нас все получится. Без берега, безден кыш, бердамлекта. Бик зор рахмат сизге. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. Итак, в следующий год родных языков и народного единства мы, как говорится, ждем перемен. Перемен требуют наши сердца, которые давно уже болят за судьбу родного языка. И новому министру образования и науки республики придется решать массу весьма сложных вопросов, связанных в первую очередь со спецификой нашего национального региона. Вот лишь небольшая часть из этого списка вопросов. Мы назвали его домашним заданием будущему министру. Прямо по дням недели, как в дневнике. Все эти вопросы, конечно, родились не сегодня. Итак, в понедельник министру придется решать вопросы легализации учебников на татарском языке. Как известно, с 2016 года вся учебная национальная литература выпала из образовательного поля. 79 учебников по различным предметам должны попасть в федеральные списки, то есть получить законное право стать участниками образовательного процесса. Во вторник министр должен решить вопрос с языковой средой в псевдонациональных учебных и воспитательных учреждениях. Этот вопрос очень часто поднимают родители, которые отдают своего ребенка в якобы татарский детский садик, но татарским он оказывается только на бумаге. Все садики комплектуются по территориальному принципу, и в итоге в татарскую группу набирают всех детей, без учета потребностей и желаний родителей изучать родной язык. В среду министру придется решать сложный вопрос, возможно или нет сдавать единый государственный экзамен на родном языке. То есть, как следствие, возможно ли изучение базовых предметов на родном языке в 9-11 классах. Мы понимаем, что вопрос этот не в компетенции регионального министерства, но это домашнее задание
над которым нужно будет поразмыслить. Еще одно такое домашнее задание мы дадим на четверг. Организация мониторинга изучения родного языка и обучения на родном языке, чтобы на руках у руководства министерства были все данные, вся информация. Никаких пробелов и белых пятен. В пятницу вопрос, связанный с пятидневкой. Мы очень надеемся, что новый министр не пойдет на поводу у представителей малоизвестного родительского сообщества. Введение пятидневки усилит нагрузку на детей и, конечно, выдавит из образования родные языки, которым и так остались крохи, жалкие 3 часа в неделю. Мы очень надеемся, что новому руководителю Минобра не придется угождать чьим-то узким интересам. В субботу мы оставим не физкультуру и не труд, а вопрос подготовки национальных педагогических кадров. Билингвальные специалисты, которые могут владеть своим предметом сразу на нескольких языках, это суть и будущее современного образования. Говоря об этом много, но результатов пока недостаточно. Итак, вот такая рабочая неделя у нового министра, и я не думаю, что в воскресенье ему дадут отдохнуть. А сейчас информация для размышления. Ильзира Юзаева подробнее. Ваши дети сегодня владеют татарским языком? Они понимают, но уже разговорная речь исчезает. Нужно ли детям национальное образование? Этот вопрос в этой семье всегда имел утвердительный ответ. Но, как признается мама 2 детей Чулпан Каюмова, одного желания родителей, к слову, представителей коренного народа национального региона, граждан многонациональной страны, мало, чтобы притворить это свое право в жизнь. Мы отдавали как в татарскую группу, попали в обычную. Как бы все стараются разговаривать на универсальном языке, который понимают все, это русский язык. У представителей родительского сообщества отсутствие в больших городах действительно национальных воспитательных учреждений вызывает большую озабоченность. Однако, согласно официальной статистике, в республике свыше 750 детских садов с татарским языком воспитания и обучения, которые посещают более 36 тысяч детей. В 585 детсадах организованы отдельные татарские группы. Но цифры этой красноречивой статистики весьма разнятся с реальным положением вещей. У нас все-таки нет условий для воспитания детей на родном языке. Конечно, где-то локально эти условия есть, но так как многие родители не имеют там территориальной возможности, да, у нас все-таки нет среды татарской в детских садах и в школах в том числе. Безусловно, комплектование групп по территориальному признаку – это серьезное упущение, которое препятствует созданию в детских садах родной языковой среды. Но многие эксперты полагают, что главная и основная проблема – это дефицит национальных кадров, которые могли бы работать в билингвальной среде и с легкостью переходить во время учебного процесса с одного языка на другой. Директор нового полингвального комплекса Казани признается, что кадровый вопрос остро стоял даже у них. Что уж тогда говорить о рядовых учебных и воспитательных учреждениях. Мы 100% укомплектованы учителями, у нас нет вопросов. Мы, предвидя это, работали уже загодя, поэтому, соответственно, у нас вакансии закрыты все. Ну, в целом, проблема же такая существует. Существуют проблемы с начальными учителями, с учителями начальной школы. Не просто найти интересных предметников естественно-научного цикла. Я недавно объявлял конкурс учителей татарского языка. Я приглашал для тех, кто сможет вести уроки, кто сможет влюбить детей в татарский язык. Вы знаете, как мало людей откликнулось? Система образования Российской Федерации всеми возможными путями выдавливает родные языки из системы образования России. Остается только русский язык. И в качестве родного, и в качестве обязательного обучения, и в качестве языка образования. Поэтому в нашей стране русское образование процветает, а образование на языках народов, даже на татарском языке, они умирают. Умирают они на корню, потому что не ведется подготовка кадров.
Казанский педагогический колледж – один из самых старейших и не менее знаменитых учебных заведений по подготовке этих самых педагогических кадров, воспитателей детских садов и учителей начальных классов. 140 лет тому назад колледж назывался Казанской татарской учительской школой, которая была создана по инициативе великого татарского просветителя Шигабуддина Марджани. Но на этом в истории с национальными корнями можно смело поставить точку. И вот почему. Ежегодно Казанский колледж выпускает более 250 специалистов. Их разбирают на выходе сразу. У нас достаточно большая потребность в учительских кадрах. Сейчас вы знаете, что в рамках нацпроекта «Демография» строится много школ, детских садов. Только по городу Казани очень востребована профессия учителя начальных классов, воспитателя детей дошкольного возраста. И поэтому мы максимально, в общем-то, стараемся решить проблему нашего города. С 2014 года колледж стал ресурсным центром. Здесь есть все современные технологии для подготовки высококлассных педагогов. Потому колледж входит в топ-100 лучших учебных заведений России. Казалось бы, какое прекрасное место, какие уникальные возможности и перспективы. Но, как говорится, орлов растят не для нас. С 2013 года колледж прекратил подготовку татароязычных воспитателей и учителей начальных классов. Виной тому, опять-таки, пресловутые государственные стандарты. Вот уже 7 лет единственное в Казани среднее профессиональное педагогическое учебное заведение не готовит национальные кадры для столицы республики, где на минуту проживает свыше полумиллиона татар. Педагогические колледжи, они выстраивают свой учебный процесс в соответствии с классификатором профессий, да, специальностей, в которых, к сожалению, преподавателей татарского языка или иностранного языка в настоящее время нет. По словам директора, колледж, по сути, может удовлетворить любые запросы общества. Был бы заказ. Учредителем данного учебного заведения является Министерство образования, но отнюдь не России, а Татарстана. Соответственно, колледж выполняет государственный заказ на подготовку педагогов не федерального центра, а самой республики. Но почему-то у Министерства образования национального региона за прошедшие 7 лет так и не появилось желание воспитать в столице действительно национальные кадры. Причем в таких уникальных условиях, за которыми едут со всей России. Хотелось бы, чтобы на эти вопросы смог найти ответ уже новый министр образования и науки. В первую очередь, если Ильсур Гараевич сможет, если ему это в силах, то необходимо, конечно, восстановить билингвальные группы во всех педагогических колледжах, и все группы должны быть билингвальными, по крайней мере, госзаказ должен быть направлен на билингвальные группы. Бурганов выполнил ту задачу, которую ему поставили. Скандалов нет. И это, опять же, очень важно. Но ведь мы же все понимаем, что просто, чтобы не было скандалов, это мало. Необходимо, чтобы все были счастливы. Недостаточно, чтобы были счастливы руководители. Недостаточно, чтобы не было просто этого плохого и того плохого. Надо, чтобы все народы нашей России, и чтобы у нас в Татарстане оба великих народа, которые у нас есть, были счастливы. От того, что об этом мало говорят, на самом деле этих людей немало, кто хочет, чтобы татарский язык оставался, жил, чтобы дети разговаривали на татарском языке. Поэтому это просто так умалчивается, не говорится, и поэтому всем людям кажется, что всем все равно на татарский язык. А на самом деле это не так. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Ну а какие задачи в этом году, да и не только в этом, будут стоять перед новым старым министром здравоохранения? Для ответа на этот вопрос нам нужно заглянуть туда, куда мы давно не заглядывали. Это те самые графики, которые были очень популярны в апреле-мае, но впоследствии были преданы забвению. По многим причинам. Как минимум потому, что в нашей стране они весьма предсказуемы. Но все же давайте посмотрим. Коронавирус. Вспоминайте. Сегодня снова речь о нем. Какая ситуация на сегодня? 32 миллиона заболевших в мире. При этом нечто страшное происходит в США. Там уже 7 миллионов случаев заражения и 200 тысяч умерших. Прогнозируют, что к концу года умерших будет 400 тысяч. Теперь в США это вторая причина смертей после ишемической болезни сердца.
То, что предстоит штатам в ближайшие месяцы, там уже заранее называют апокалиптической весной. В Европе происходят схожие события. Во множестве стран заболеваемость растет и кое-где даже возвращает некоторые уже отмененные карантинные меры. Что же у нас в стране? Вот наши цифры. Более 1 миллиона заболевших, 20 тысяч смертей. Вот российский график заболеваемости. Обращаю внимание, это график прироста заболевших по дням. Не общего количества, тот график медленно, но растет, а каждый столбик здесь – это число выявленных случаев за день. Мы видим известный нам пик в мае в 11 тысяч больных в день. Видим сложный июнь, затем спад вплоть до конца августа. И вот смотрите, весь сентябрь мы выходили вновь на майские значения. Если вы мысленно дорисуете вот эту линию, то увидите, что она уже в октябре может достигнуть июньских значений. Мы теперь все время говорим про вторую волну. Ну так вот, она перед нами. Как хотите, называйте. Надо оговориться, что у медиков, конечно, нет такого понятия. Строго говоря, мы не на второй, а на первой волне до сих пор. Но мы с вами договоримся сегодня, что все-таки будем употреблять этот термин «вторая волна». Она уже началась. Потому что начался другой сезон, кончились теплые деньки, и дети пошли в школу. В мире все взаимосвязано, увы. Об этом Михаил Любимов. Сапиентис сат. Разумному достаточно. Латинское. Умный поймет. Русское. Все устали от масок и перчаток, но, пожалуйста, одевайте их. Будьте здоровы, вы и ваши близкие. Есть такое ощущение, что республиканский график выявления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией очень похож на нашу Кремлевскую стену, создатели которой изначально задавались целью, кажется, построить нечто не очень высокое, достаточно ровное, но при этом достаточно неприступное. Высота этой стены меняется лишь тогда, когда меняется высота окружающего ее рельефа. Тогда, когда уже, кажется, просто нельзя не менять эту высоту. Поэтому мы сегодня мало что увидим. Но вопрос-то в том, что мы увидим позже. Не будет ли так, что вот эта стена, эта ровная стена, на ровном буквально месте начнет выглядеть совершенно иначе? Полностью изолировать детей класса мы не можем, но, по крайней мере, свести это к минимуму. Именно поэтому 3 входа, дети разделены на 3 группы. Продуман вот этот проход от класса к гардеробу и в кабинет, чтобы они как можно меньше пересекались в школе. Ну и здесь тоже приходит начальная школа. Старшеклассники здесь раздеваются и снова уходят туда, вот вы можете увидеть. То есть здесь сюда они не приходят к детям. Дети здесь вешают сюда и тоже будут уходить. Что такое осень? Это школы. Школы вдруг напомнили нам всем о самом главном. В 33-й Казанской школе меры предосторожности точно такие же, как и во всех остальных. Выход один. Это сразу 3 входа. Попытка с порога развести детей на несколько потоков, что будет прослеживаться и впредь. Внимание! Начался урок для первого потока. Мы видим вот этот график выхода на перемену. Вот здесь 9:40, вот первый выход на перемену у этого 4-го Б-класса. И вот здесь, я смотрю, у 4-го А-класса 9:35. 9:40, да. 5 минут. Ну, достаточно, чтобы они выбежали, немножко побегали. Остальная перемена ни в коем случае не уменьшается, просто остальное время они находятся в классе. То есть, чтобы они вот здесь не кучковались. Да, ну, 10 минут перемена делится пополам. Если перемена 20 минут, соответственно, по 10 минут у них есть возможность. Вот. Сегодня как никогда школьники ждут перемен. Они стали короче, места теперь стало меньше, потому что и в коридорах параллельные миры и даже друзья из параллельных классов встречаться не будут. Вирус, как водится, обходит все стратегические рогатки, припасенные для него, и еженедельно теперь в городе несколько десятков классов уходят таки на самоизоляцию. Это значит, болеет как минимум 5-я часть класса. В 33-й школе таких случаев тоже уже было несколько. Мы провели такой анализ, где-то на 30-40 детей больше болеет, и учителя болеют больше. На 30-40 детей, не процент? На 30-40 детей, да.
Уже первый месяц осени показал отчетливо. Учеба в офлайне, превратившись в чумную рулетку, оказалась не менее болезненной. Те, кто считает происходящее паранойей, уже назвали эти недостаточные меры предосторожности излишними и призвали на помощь статистику, которая может придать оттенок научности абсолютно любым взглядам на жизнь. Ведь дети якобы не болеют, но тем самым, чем болеют взрослые, и то не все разом. Вторую волну, если и ждут, то откуда угодно, но не отсюда. И зря. Дети младшего школьного возраста выделяют вируса гораздо больше, чем взрослые. И они могут создать опасность для бабушек. Родители вряд ли, потому что все-таки родители молодые относительно у школьников. А вот для бабушек и дедушек они могут создать. Мне очень не нравится, когда этому дают какую-то политическую окраску. Что это вот там чего-то. Хорошо, давайте откроем Америку, давайте откроем Европу. Там власти точно так же поступают. Никто никому плохого не желает. К этому надо привыкнуть, это надо принять. Вот. К этому надо прийти к какому-то консенсусу, то есть с этим надо согласиться. Вот такая позиция «сделайте мне хорошо, как было раньше», она немножко инфантильная. Это невозможно сделать в один час, вот раз и сделать. Это не в силах никого. Первая детская городская больница Казани заполнена сейчас на 2/3, 40 детей. А бывало весной-летом и 60 под завязку. Здесь тоже ковидная красная зона. Открыта еще 7 апреля, кстати, почти сразу же. Потому что и дети тоже болеют. Говорить, что дети не болеют ковидом, неправильно. Дети ковидом болеют. Другое дело, что большинство из них болеет не тяжело, не так тяжело, как пожилые люди. Но отдельные случаи, тяжелых случаев ковида мы видим. Мы видим их регулярно. Есть дети с ковидом и без. Все случаи индивидуальны. Иногда за ребенком необходимо просто понаблюдать, особенно если больны родители. У ребенка есть пневмония. Такие дети, в принципе, в каком-то очень интенсивном, в очень сильном лечении они не нуждаются. Но они нуждаются больше в наблюдении. Ну, тем не менее, КТ-1 это до 20-25% поражения легких. Да, у него есть. Поражение легких есть, конечно. Ну, что? Поражение легких есть. Вы сами не болеете, да? Нет, сама не болею. А ребенок у вас болеет? Болеет. И вы не знаете, как так случилось? Нет, в контакте ни с кем не состояла. Вот как бывает, оказывается. 3 недели всего, да? Ну что? Вот все-таки слушаться, находить в масках, вот, да, чтобы никто не заразил, да? В этих стенах можно в полной мере осознать, что же это такое значит – не болеть ради своих детей. Здесь есть и те, кто просто не может вернуться домой. Родители не дома. А, у тебя мама лежит в седьмой? Да, и папа тоже. Да. И ты здесь одна? Ну, сначала папа заболел, потом мама заболела, а так-то мы сами не знали, что я болею коронавирусом, потому что у меня никаких симптомов не было. Когда вырастешь, кем будешь? Врачом буду. А почему врачом? Ну, это благородное дело. На сегодняшний момент не изучена причина легкой формы ковида у детей. Непонятно, почему это происходит. Раз мы не знаем, почему это происходит, мы не можем спрогнозировать, у кого это будет тяжело. Успокаиваться не нужно. То есть впереди, возможно, какие-то изменения произойдут. Скорее всего, они произойдут. Это связано и с тем, что открылись школы, и с тем, что уже нет таких жестких ограничений. Вирус, как и погоду, предвидеть нельзя, но прогнозировать все-таки осторожно, но можно. Открытые школы и закрытые форточки. Минимум солнца и максимум холода. Ведь что такое осень? Это вызов. В статистике вызовов скорой помощи Казани мы уже слышим звуки органа. Рост по ОРВИ и его окрестностям чуть ли не вдвое. Нам известно также, что новая инфекционная больница Казани ежедневно сейчас принимает как минимум также вдвое больше пациентов с подозрением на ковид. Так что и в это глубокое море можно войти дважды. И вторую волну, каким бы ненаучным ни был этот термин, ожидать все-таки следует. Вот здесь очень грустный ответ на вопрос. Стоит ожидать по причине поведения населения. Четкий масочный режим, если это будет, вот если у магазина действительно неформально будут стоять люди, и люди будут адекватно реагировать
и ходить, продолжать в масках, и, возвращаясь там в машину из супермаркета, обрабатывать руки и не приносить это домой близким, то, может быть, мы изгладим все это, и ничего не будет. Если люди, как сейчас, будут танцевать, если сейчас начнутся встречи в ресторанах и везде, то, к сожалению, это будет до тех пор, пока мы не начнем вакцинацию. Санитарным законодательством в случае повышения сезонного подъема гриппом и ОРВИ предусмотрены мероприятия ограничительные, но не такого формата, как были предусмотрены при новой коронавирусной инфекции. Никто из специалистов пока не говорит о возвращении каких-то карантинных мероприятий и новом режиме изоляции. Дело как раз-таки в том, что всякая изоляция кончилась, и это главный урок для первого потока. Понимание того, что это, в общем-то, большие авансы в расчете на наше примерное поведение. Общество поделилось сегодня именно на эти два ученических потока. Кто-то способен к обучению, а кто-то не очень. Однако вечер действительно перестает быть томным, и разумному вполне достаточно. Как если бы на телефоне каждого из нас были бы тысячи пропущенных звоночков. Перемен ждать не стоит. Уроки идут. Внимание! Начался урок для второго потока. Мы считаем, что все меры, которые предписаны Роспотребнадзором, они не только должны как-то смягчаться, наоборот, ношение масок, обработку рук, вакцинации против гриппа. Марина Александровна, несмотря кто там, какой авторитетный, если есть нарушение, значит, жестко наказывать. Все зависит от людей. Очень много зависит от людей. То есть это же инфекция, которая, она слепая, у нее нет злого умысла по отношению к людям. Она проявляет себя так, как ведут себя люди. Повторяю. Начался урок для второго потока. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Скажу о том, что меня удивляет. В Татарстане по-прежнему минимальный прирост новых заболевших, всего 2%. В то же время в соседней Удмуртии за неделю он составил 14%, в Самаре 8%, в Пензе 7% прироста. В Башкортостане на этой неделе ограничен въезд в Илишевский, Ишимбайский, Куюргазинский, Мелеузовский районы, а также города Кумертау и Салават. Там мощная вспышка. На этой волне бушующего ковида Татарстан, на удивление, остается островком везения и благополучия, по крайней мере, сегодня. Как это объяснить, я, честно говоря, не знаю. Это просто чудо какое-то. Вот в сентябре в Нижегородской области по 160 заболевших в сутки, в Ульяновской 120, Саратовской, Самарской, Оренбургской больше 100. У нас стабильно 20-25. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал на этой неделе работодателей как можно больше сотрудников перевести на дистанционный режим. А с 28 сентября вновь вводятся ограничения для пожилых москвичей. Собянин признался, в Москве наблюдается значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. На эту ситуацию накладывается и сезонный рост ОРВИ. Что будет у нас, пока не сможет предсказать никто. Долго ли мы сможем оставаться в относительно стабильном состоянии? Не знаю. Одно очевидно. Мы обязаны соблюдать меры профилактики и предосторожности. Иначе неминуемо новая волна ковида захлестнет и нас. Много моих знакомых и друзей сегодня болеют тяжелой формой ковида. Многие из нас потеряли своих близких. И это реальность сегодняшнего дня. Мы продолжим нашу программу через некоторое время. Смотрите далее. Стройка века. Москва, Пекин и Макеево. Новая трасса М-12 и ее будущие соседи. Столько плюсов, ни одного минуса я не вижу. Ильсур Метшин вновь занял пост мэра Казани. Такое решение было принято на сессии Казгордумы, первой после выборов. Она состоялась в понедельник. Глава города представил программу развития столицы. Ее одобрил президент республики, принявший участие в заседании. Как увеличить межрегиональный товарооборот в Доме правительства обсудил Рустам Минниханов с главой Алтая Олегом Хорохординым.
Сегодня этот показатель примерно 450 миллионов рублей в год. Стороны обсудили увеличение поставок автомобилей, лекарств, медоборудования, шин и других товаров. Пока с Алтаем плотно сотрудничают такие татарстанские компании, как КАМАЗ, Позис и Заинский сахар. В Набережных Челнах состоялась первая сессия городского совета 4-го созыва. Депутаты тайным голосованием выбрали мэра города. Им вновь стал Наиль Магдиев. В заседании принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин. Рустам Минниханов одобрил программу дальнейшего развития нефтегазохимического комплекса «Татнефти». Так будет улучшена экологичность производств. Об этом сообщили на заседании Совета директоров компании. В четверг Владимир Путин на онлайн-встрече с губернаторами, избранными в ходе региональных выборов «Единый день голосования», отметил, что команда Рустама Минниханова эффективно решает вопросы, которые есть в республике. Рустам Нургалевич, вы человек очень опытный и очень эффективный. Команда у вас профессиональная. Но действительно вызовы серьезные перед нами. Рассчитываю, что так же, как было в предыдущие годы, вы будете работать с полной отдачей. Я знаю, как заинтересованно вы решаете задачи, которые стоят перед республикой, и с каким эффектом. Президент Татарстана на этой встрече выступил первым из глав регионов и поблагодарил главу государства за оказанное ему доверие, поддержку всех начинаний и проектов республики, в том числе в период пандемии. На заседании Государственного совета республики депутаты утвердили нового уполномоченного по правам ребенка в Татарстане. Кандидатура была предложена президентом республики. Детским омбудсменом стала теперь уже с приставкой «экс» председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Гузель Удачина, занимавшая пост 10 лет, теперь судья Конституционного суда республики. Под председательством Рустама Минниханова состоялось очередное заседание Совета директоров Татнефтехиминвест Холдинга. Обсуждали инновационные проекты. Также было заявлено, что обувная компания из Чистополя готова стать лидером на российском рынке по производству спецобуви для нефтехимической и других промышленных отраслей. В Татарстане возобновляется волейбол, но с соблюдением всех санитарных требований. Новость об этом озвучил президент Федерации волейбола республики, председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Он провел расширенное заседание Президиума Федерации. Всемирная акция «Татарча диктант» или «Диктант по-татарски» состоялась в эту субботу и впервые за 5 лет в формате онлайн. Прямая трансляция проходила на канале ТНВ «Татарстан» и ТНВ «Планета». В этом году для жителей республики, участников из регионов и стран зарубежья зачитали 3 разных текста. Среди дикторов профессора, певцы, артисты и ведущие. Формат онлайн позволил собрать рекордное количество участников за всю историю проведения – около 100 тысяч человек из 30 стран мира и 62 регионов страны. Также работали площадки во всех субъектах России, в странах зарубежья и в районах республики. Здесь люди собрались не потому, что нужно, а потому, что они хотели этого от чистого сердца. И здесь собрались, мне кажется, патриоты. Мы не определяем двоечников или отличников, или кто как знает грамматику татарского языка. Очень важный смысл данной акции – это неравнодушие людей к данному делу. «Татарча диктант» направлен на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверку ошибок, а также популяризацию самого языка, его изучение и интерес к преподаванию. Мы продолжаем программу. Грандиозное строительство грядет в Татарстане, сразу в нескольких районах республики. Речь о новой трассе М-12, которая уже, в общем, у всех на слуху. Протяженность новой трассы более 700 километров, почти от Москвы и почти до Казани. Она так и называется – Москва, Нижний Новгород, Казань. Это скоростная четырехполосная трасса с разрешенной скоростью до 130 километров в час. То есть добраться, скажем, из Казани до Москвы можно будет часов за 6. Экономический эффект для республики неоспорим. В первую очередь для предприятий, ну и для людей, конечно. Давайте посмотрим покрупнее на карту республики.
Протяженность трассы в пределах Татарстана 145 километров. Дорога заходит в республику из соседней Чувашии. Заходит в Кайбицкий район, который пересекает с запада на восток. Здесь, кстати, самый протяженный участок. Почти 60% всей трассы пройдет именно по Кайбицкому району. Далее дорога идет через небольшой отрезок Апастовского района и заходит в Верхнеуслонский район. Также пересекает его с запада на восток и подходит прямо к Волге. И вот здесь, что, наверное, самое-то важное для нас в этой трассе, будет новый мост через Волгу. Где? Изначально мост планировался вот здесь, южнее Шеланги, возле деревни Кызылбайрак. Здесь довольно узкое место, но затем стали поступать новости о том, что, возможно, мост пройдет севернее. Вот здесь, у села Гребени, между Ташовкой и Нариманом. Здесь Волга, конечно, шире, но зато здесь нет, например, нефтепровода, как в первом варианте. Если мост пройдет здесь, значит, он выйдет на тот берег где-то в районе Орла. И далее трасса пойдет по Лаишскому району, опять же, на запад, севернее Каи, прямо до дороги Шали-Сорочьи горы. Два берега Волги наконец-то свяжет мост. Это колоссальный прорыв для республики, не меньше того, что был при открытии моста через Каму в районе Сорочьих гор. Плюс удобство для населения. Впрочем, насчет удобства это еще нужно посмотреть. Во-первых, остается самый животрепещущий вопрос. Где будет запроектирован этот мост? Люди на этой стороне реки уже митингуют. Здесь дачные массивы, дома. Люди опасаются их сноса. Да и вообще не хотят жить рядом с трассой. Во-вторых, вся эта территория тоже не пустыня. Здесь деревни, сельхозугодья, поля, леса, реки. Сегодня мы попытаемся ответить на второй вопрос. Что думают люди о тех самых местах, где пройдет трасса, о плюсах и минусах такого будущего соседства? И для этого мы отправились именно в тот район, который трасса заденет больше всех. Из Кайбицкого района Михаил Любимов. Сто лет назад в этих местах, которые мы сегодня с вами называем Кайбицким районом, конечно, никаких дорог не было и в помине. Было одно направление, скажем так, это 25 километров мощенной дороги до железнодорожной станции Канаш. И вот один местный помещик, конечно, удрученный таким положением дел, решил, что так больше продолжаться не может, и нужно обязательно строить железнодорожное ответвление от Канаша до Симбирска, которое как раз проходило бы именно через эти края. Этот проект железнодорожной ветки был успешно защищен в столице, и более того, здесь даже приступили к его воплощению. Вот эта насыпь, которую мы с вами видим, это не что иное, как будущая насыпь для железнодорожного полотна, которое должно было пройти здесь. Но, увы, этому проекту не суждено было сбыться. Началась Первая мировая война, и идея умерла. Умерла на целых 100 лет. За эти 100 лет в этом районе ничего более грандиозного или хотя бы схожего по грандиозности с этими планами так и не появилось. Но все-таки появилось. И не зря новый проект местные жители называют именно «стройкой века». Через родное село проходит эта дорога, узнают наше село. Стройка века. Стройка века? Да. Даже наши деды, отцы не видели такую стройку. Виталий, ну вот они, ворота в Татарстан, не наши, к счастью, леса, не ваша проблема, что называется. Да, да. Но этот лес все-таки частично будет вырублен, а трасса, вот она прям по нам с вами сейчас и пойдет. Да. Граница Татарстана и Чувашии. Мы на том самом месте, откуда придет и в этот район, и в это старотябердинское сельское поселение Кайбицкого района новая жизнь. Дорога здесь и на всем протяжении района не затрагивает почти никакие леса, хотя просторы тут широченные. А этот лес еще чувашский, и за него воевать, если надо будет, людям не по эту, а по ту сторону границы. В этом сельском поселении протестов не будет. Нет повода.
Как вы восприняли эту новость здесь? Нет, положительно. Не только я, вот даже наши сельчане, наше поселение всегда спрашивают, когда это начнется. Может, рабочие места будут. Но все-таки близко в смысле, будет. Когда? Вот Да, когда начнется, когда стройка. Что-то обслуживать надо будет же эту трассу там чистить или там какой-то там организации заправки, там, зону отдыха, может, рабочие места будут. Это тоже выгодно же. Детали проекта здесь уже хорошо известны каждому и известны давно. 4-полосная трасса в этом месте пройдет аккурат между двумя деревнями – Старая Тябердина и Янсуринская. Она не отрежет два населенных пункта друг от друга. Старое сообщение между ними останется, и две дороги пересекутся на разных высотах. Это общий принцип повсюду. Здесь есть небольшая речушка, поэтому будет мост. Здесь есть также немалый перепад высот, поэтому это будет не просто дорога, а эстакада. Вся эта местность уже изучена, и решение принято. Да, вот она, значит, вот она. Да, вот. Мы уже видим эту трассу? Да, вот она почти что. Пока однополосная, но скоро будет 4. Да, но все-таки видно. И вот она здесь трасса пойдет. Да. А речка там? Вот речка, вот где деревья видно, да. Там речка. И там будет мост? Да. И вот он еще как-то наверх? Наверх пойдет. Она как эстакада вот напрямую туда выходит уж, под прямой почти, поднимается и напрямую туда на берег выходит. Говорят, патриархальную тишину этих мест вой автомобильных сирен нарушит уже в этом году. Начнутся работы. И тот факт, что железный конь идет на смену крестьянской лошадке, люди именно в этих деревнях только приветствуют. Несмотря на достаточно близкое соседство к трассе. Ну, ездить будем, может, нам до станции ездить быстрее, в хорошей дороге. А вам куда быстрее хочется, например? Хоть Казань, хоть Челны. А так будет быстрее по этой дороге? Да. Если дорогу будут строить, на стройке будут наши дети работать, все равно много народу надо будет. И лес рубить, и там на стройке работать, и мосты строить. А может, у меня получится замуж выйти заново. Кто знает? Так, а с чем эта надежда связана? Ну как? Много будет проезжающих? Конечно. Ну так целый район сейчас как невеста на выданье. Конечно, Кайбецкому району во всех смыслах повезло. Здесь нет дачных массивов, жители которых были бы явно не рады такому соседству. Здесь нет реликтовых лесов, которые пришлось бы, возможно, вырубать. Здесь, наконец, нет особой цивилизации, пресыщенность которой позволяла бы людям неодобрительно смотреть на любые проекты развития этой территории. Здесь нет почти никаких производств, а теперь, стало быть, будет. От деревни Малькеево, например, дорога будет вдалеке, но жителей волнует совсем не это. Очень хорошо. А очень хорошо почему? Очень хорошо, потому что дорога это цивилизации, уже другие эти. Да. Дорога есть дорога. Это требование времени. Хотим мы этого, не хотим, оно, естественно, будет Москва, Пекин и Малькеево. Это уже вообще, да. Да. Это раз. Такая позитивная, в общем, черта, видимо. Это такие Нью-Васюки, да? Да, Нью-Васюки примерно, не иначе как. То, что мы сейчас идем по нему, это нормально? Ну уж нормально, наверное, во всяком случае. Мы же не знаем, где могилы, где да, что. Да. Не знаем, где могилы. Мы знаем только вот... Границы только знаем. Вот границы. Переколышко мы видим, вот здесь рядом с нами 2, и вон там вдалеке еще 2, да? Еще вдалеке 2, да. Примерно тут 1,5 гектара. Мы с главой Муралинского сельского поселения идем по святой для местных жителей земле. Это старое, можно сказать, древнее кладбище, давно уже стертое временем, без каких-либо надгробий, фамилий и оград. Здесь когда-то было кладбище, 500 лет назад. И неудивительно, что проектировщики трассы поначалу и не обратили внимания на это почти ничем не примечательное место. Трассу проложили именно здесь. На карте еще видна вот эта линия. Объект под названием «Старое кладбище» появился здесь позже, когда об этом вспомнил глава поселения. И посмотрите, ведь не пошли по головам и передвинули трассу на пару сотен метров к югу. И мы написали соответствующее письмо проектантам, и они без никаких отказов сразу же согласовали другой вариант. Выходит, при желании можно повернуть и этот «Титаник».
Правда, курс у него все же есть, и, например, решение о том, что возле райцентра села Большие Кайбицы будет многофункциональная зона, принималось даже не на республиканском уровне, а на уровне федеральном. Эта зона для района еще одна точка, если не роста, то во всяком случае притяжения, как минимум финансового. И мы стоим как раз в том месте, где она и будет. Здесь предполагается, как я понимаю, в первую очередь это хорошие заправки, комфортные отели, большие станции технического обслуживания. Не москвичи же будут обслуживать это. У нас десятки, то есть сотни людей работают в Москве. Мы это увидели во время пандемии. Мы их встречали, провожали, этих вахтовиков. Пусть они возвращаются к нам, пусть они строят у нас, пусть они применяют свой опыт, который... жены радуются. Конечно. Семьи воссоединяются. Столько плюсов, ни одного минуса я не вижу. Да, и вот еще что. Круги на воде. Жители Кайбицкого района живут, конечно, в родном районе, но ездят-то они, как все люди, повсюду. В Татарстане они западники, западнее некуда уже. И что их связывает с восточными районами, с южными, с юго-восточными? Ничего. Любое путешествие на ту сторону Волги все равно через Казань. Мост через Волгу у нас один-единственный на всю республику, а теперь будет еще один, из Верхнеуслонского в Лаишевский. Конечно, здесь думают и об этом. Это очень будет польза для водителей. Это прямая дорога, это сокращение времени, раз. Через Казань не надо? Да, конечно. Это экономия бензина. Все, это только экономия с точки зрения, только плюс. Без минуса даже думать не надо. Это же у нас вот примерно сейчас 40-50 тысяч машин в сутки ходят это, по Волге. Тоже нагрузка же. Тот мост. Тот мост. Я вот только вчера там был. Да, там тоже же постоянно иногда стоим по полчаса. Потому что, сами знаете, нагрузка. Наши сыновья уезжают в Казань, стоят уже в 2-часовых пробках около моста Волги. 2-часовые пробки уже появляются. Это же опять-таки разгрузит. Это же такие вложения, такие инвестиции в Татарстан. Этот мост мы когда увидели бы через Волгу, я не знаю. Итак, мы покидаем Кайбицкий район, который ждет перемен, и направляемся к Волге, где перемены по нутру уже немногим. Где же будет этот мост? Где же его хотят видеть? Мы найдем ответ на этот вопрос через неделю. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Небольшое послесловие к сюжету. Первое. Думаю, никто не станет спорить, что новая дорога даст мощнейший экономический эффект всей той зоне, по которой она пройдет. Специалисты называют эту зону зоной тяготения дороги. И представьте, в ней 70% автомобильной промышленности страны, 50% аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% металлургии, 30% машиностроения и приборостроения, 25% переработки нефти, химии, нефтехимии и газохимии. Эффект оценивается в триллионах рублей. Плюс развитие малого бизнеса, придорожной инфраструктуры. О необходимости трассы говорил и президент Татарстана в своем послании в четверг, и президент Путин в среду на встрече с сенаторами. Проект даст деловой импульс, усилит экономические связи и повысит инвестиционную привлекательность регионов Центральной России и Поволжья, поможет полнее раскрыть их туристический потенциал. И второе. Несложно предвидеть, что нам скажут после этого сюжета люди, которые находятся внутри этой темы и даже проблемы, поскольку новая трасса, возможно, затронет их физически. Я говорю, конечно, о тех людях, что имеют дома и дачи на берегу Волги, в Лаишевском районе. Мы видели в Кайбицком районе, как жители деревень радуются соседству с цивилизацией. Им что, не хочется покоя? Хочется, но у них есть надежда, что дорога все-таки принесет с собой нечто большее, чем покой. Опасно на селе жить в состоянии абсолютного покоя. Можно не выжить в таком аграрном районе, как Кайбицкий. А что жители в Лаишевском районе? Совершенно другой контингент. Там протестуют в основном люди, которым нужен только покой. Поэтому они там и оказались. Их тоже можно понять. И нет смысла требовать от этих людей думать о неких государственных, а не только о своих частных интересах. Тем более, что, по их мнению, есть альтернатива. Как это всегда бывает,
родились сразу несколько проектов так называемых народных трасс. Все они, как утверждается, проходят по полям и не затрагивают ничьих интересов. Это я просто описываю ситуацию для тех, кто, может быть, до сих пор не в курсе. Со всем этим надо разбираться, смотреть, искать золотую середину. В самом начале пандемии коронавируса обозначилась та самая связь города с селом, о которой говорят классики экономических теорий, политики, а также мудрость народная, пословицы и поговорки. Весной мы в полной мере ощутили на себе этот базовый страх, страх голода. Помните, как сметали с полок все, как мы дружно вспомнили ненавистное слово советского застоя – дефицит. Аналитики подсчитывали, насколько хватит запасов продовольствия в крупных городах. Выходило, что как раз до нового урожая. Съемочная группа нашей программы, конечно, выезжала в поля во время посевной и привезла с собой перефраз «Родину надо кормить». Аграрии высказывали тогда осторожные, оптимистические прогнозы. Прокормить республику, конечно, обещали. Но получить такой урожай, как в этом году, рассчитывали вряд ли. Почти 5,5 миллионов тонн. Рекорд последних лет. Вот эта динамика на экране. Кривая валового сбора поднимается, как в 17-м, то резко падает вниз, как уже год спустя, в 18-м, в 2020-м. Посмотрите, впервые увеличилась и площадь пашни. Мы наблюдаем резкий взлет, почти на 1 миллион тонн. Значение по сбору зерновых. Президент Татарстана, конечно, вспомнил и об этом в своем послании на этой неделе. На оглашение послания были даже приглашены особо отличившиеся сельские труженики. Они действительно свое дело сделали. Но урожай еще нужно сохранить. Все ли оказались готовы к большому урожаю, расскажет Татьяна Тимошенко. Обязательно надо надеть маску. Меры по противодействию коронавирусной инфекции действуют и в отдаленных селах. Здравствуйте. Хлеб есть? Местный? Сегодняшний? Дрожжиновский. Спасибо большое. Вот говорят, что в каждом районе свой вкус хлеба. Вот Дрожжиновский, он невероятно нежно пахнет. Хочется вдыхать его больше и больше. В этом районе говорят, что урожай не только рекордный за последние несколько лет, но и за последние несколько десятилетий. На гербе Дрожжиновского района почти тот самый пшеничный каравай. С высоты поля, как лоскутное одеяло. В традиционно аграрном районе хранилища зерна заполнены до верха. Вот те самые закрома-то Родины. Да, это пшеница, вот, и озимая пшеница тут у нас, и яровая пшеница. Во время сбора урожая, пока на полях работали комбайны, в управлении решали задачи по логистике. Куда девать, место найдешь? И принимали покупателей. Каждый день вот до 100 звонков по телефону. И с Краснодара звонят, и с Ростова звонят, и с Ульяновска звонят. В этом году республика собрала рекордный урожай, приблизившись к планке в 5,5 миллионов тонн зерновых. И это в зоне рискованного земледелия, где и солнце не так ярко светит, и ветер высушивает землю. Вот мы последние годы ведем технологию влагосберегающая, влагонакапливающая. Это углубление походного слоя. То есть вот зимние, осенние осадки накопить как сундук запаслись, и критический момент оттуда уже корневая система и растения потребляют. Это первое. Второе, мы по внесению минеральных удобрений. Если не вносить удобрений, если нет питания, в целом Татарстан может себя 15 центнеров собрать. Технологии на языке аграриев по формированию урожая позволили природный потенциал земли увеличить практически в 2 раза, а по некоторым хозяйствам и в 4. В лаборатории по оценке качества зерна новый урожай не только буквально разбирают по зернышкам и разбивают даже на ионы для определения содержания пестицидов. В этом году, вот, видимо, тоже это связано с большим сбором зерна, да, нового урожая. У нас на сегодняшний день, то есть по договорам даже, да, составлено уже на 171% больше, то есть договоров, чем в предыдущем году. Приходят к нам не все. Крупные, конечно, агрофирмы к нам обращаются. Также мы работаем непосредственно с элеваторами, хлебоприемными предприятиями.
Лаборатория в Казани единственная для нескольких регионов, от Ульяновска до Самары и Саратова. Выданные сертификаты качества – это пропуск за границу. Татарстанское зерно идет в Иран, Турцию, Таиланд, Нигерию, Саудовскую Аравию. Если такое случится, что продукция, например, ушла за границу, и в ней обнаружились какие-то карантинные объекты, то это, во-первых, удар по имиджу страны, потому что фитосанитарным сертификатом мы ручаемся за свою продукцию. И, во-вторых, это финансовые потери для той и другой страны. Через лабораторию проходит только часть урожая. Это не значит, что хлеб прячут от оценки. Присвоение более низкого класса не всегда потеря. Хозяйства, ориентированные или на инвесторам, которым не всегда нужна хлебопекарная пшеница, и она тоже хорошо продается, или на запрос покупателей по налаженным рынкам сбыта. Например, КФХ в Дрожжановском районе несколько лет поставляет ячмень в Германию для пивоваров. Осенний контракт у нас каждый год. По запросам Татарстана, чтобы прокормить саму республику, надо в 1,5 раза меньше, чем собрали в этом году. Всего около 3 миллионов 400 тысяч тонн зерна. Около 400 тысяч тонн мы съедаем. Пшеница идет на хлебозаводы. 500 000 хозяйства оставляют на семена. И 2 миллиона 300 тысяч – это потребности в фуражном зерне. Во время уборки самые первые караваны груженных КАМАЗов встречались с цветами и музыкой. В Актанышском районе в разгар страды сдали новый элеватор. Руководители хозяйств сейчас говорят о необходимости и перспективах создания машино-тракторных станций. Это, конечно, продовольственная безопасность. А продовольственную безопасность сегодня определяет и обеспечивает работники сельского хозяйства Республики Татарстан. И наш комитет профильный постоянно эти вопросы держит на контроле. Многие программы, ряд законов мы инициировали. И сегодня идет такая работа, созидательная, я бы сказал, работа. Наверное, мы полагаем, сегодня надо поддержать научные начала. Безусловно, нужны селекционные мощные центры. У нас хорошая база, хорошие ученые, образовательный центр. Но селекционные центры, они должны быть оснащены. Требуется поддержка. На опытной площадке НИИ сельского хозяйства зеленеют всходы экспериментальной озимой пшеницы и ржи. Им предстоит перезимовать под слоем снега, выстоять против болезней, набрать силы и в конце июля дать урожай. 100 лет назад у нас главные культуры озимая рожь дала примерно 4-5 центнера. Сегодня потолок наших сортов составляет 50 и более центнеров. К 50 году у нас должен быть более 9 миллиардов населения. Вот к этому времени урожайность должен быть в мире 46 центнеров получаться. Сейчас на полях республики около 58% пашин засеяно сортами Татарского научно-исследовательского института. Одна из последних разработок – сорт «Зеланд». 2 крупных хозяйства уже выпустили его на поля. Вопросы есть, ведь, вернее, задают, а надо ли столько хлеба. Вот сегодня товаропроизводитель или собственник земли работает, чтобы зарабатывать деньги, так ведь? За пределы Татарстана, по нашим расчетам, в пределах 1,5 миллиона тонн будет уходить, то нетрудно посчитать, если сегодня цена около 10 рублей, какая выручка наши производители получат, реализуя, обеспечивая себя, реализуя за пределы нашего региона, столько получат денежной выручки. В уже знакомом нам хозяйстве Большой Цельни выручкой от части проданного урожая намерены перекрыть текущие нужды и кредиты, а на большую часть в хранилищах повесят замок на несколько месяцев. Пока не будем продавать, все равно зерновые спрос будет, подорожание будет. Вот этого момента, вот этого периода мы ждем. В эти дни аграрии не отдыхают. Битва за урожай 2021 года уже началась. Землю боронят и закладывают питание. На разноцветном ковре татарстанских полей темные лоскуты уже вспаханы земли, и зеленые – это всходы новой пшеницы, хлеб из которой появится на наших столах ровно через год. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Андрей Кузьмин. 7 дней. На этой неделе Республиканский фонд Возрождения отметил свой юбилей – 10 лет со дня создания. Юбилей, как известно, планировался в феврале. Фонд был создан в феврале 2010 года. Но сложная эпидемиологическая ситуация заставила изменить планы. Мне кажется, что
Каждому из нас, любому жителю Татарстана, будет сложно дать всеобъемлющую оценку той работе, которую проделал фонд. Все это можно, конечно, увидеть своими глазами. Достаточно съездить в Свияжск или в Болгар. Татарстан благодаря фонду обрел еще 2 объекта, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор и монастырь острова Града Свияжск. Хочу подчеркнуть, мы не просто подтвердили археологическую ценность древних развалин Болгара. Дело тут вовсе и не только, и не столько в камнях и строениях. Мы внесли саму историю и культуру татар в список ценностей всего мира, тем самым подчеркнув вклад татарского народа в развитие всей мировой цивилизации. Боюсь, не все это до сих пор понимают. На территории Болгарского музея-заповедника сохранились всего несколько артефактов. Все они хорошо известны и практически уже изучены. Но все, что мы можем увидеть, это всего лишь малая толика, капля в море. Площадь заповедника составляет свыше 400 гектаров, и изучена она всего лишь на 5%. Это и есть весь прогресс, которого мы достигли за многие столетия. Буквально сегодня во время раскопок археологи нашли вот такую небольшую медную монетку. Говорят, что таких денег, кстати, здесь находят очень много. Здесь вот внутри есть рисунок в виде решетки, такой вот орнамент. Это говорит о том, что монета эта была в ходу во времена хана Узбека. Что можно было купить за эту монету, это могут сказать только нумизматы. Также сегодня во время раскопок археологи нашли вот такой наконечник стрелы, датируемый где-то серединой XIV века. Это уже вторые раскопки за это лето. В центральной части заповедника во время археологических исследований была обнаружена янтарная мастерская. За территорией Черной палаты огромное кладбище и хозяйственные постройки. Один из самых знаменитых артефактов, найденных за последние годы, это погребение знатного человека ранее булгарского периода. Относится где-то к VI веку. 5 лет тому назад, там, где когда-то стояла археологическая база, был найден клад с золотыми царскими монетами. То есть золото лежало буквально под ногами археологов, но обнаружить его смогли лишь после того, как фонд Возрождения на этой земле начал проводить серьезные исследования. Были сделаны даже съемки из космоса, которые теперь позволяют вести раскопки с наиболее точным попаданием в цель. С 2010 года вообще очень большие работы начаты и большая площадь исследована. В этом году наша задача стоит в изучении оборонительных сооружений от домонгольского времени и желательно их нахождение. 3700 артефактов теперь хранятся в музее болгарской цивилизации. Еще сотни тысяч в фондах и хранилищах. Этот музей – объект, конечно, новый, кто-то скажет новодел, но строили его по всем требованиям ЮНЕСКО. И самое главное, благодаря этому строению на берегу, который параллельно служит еще и речным вокзалом, у всего болгарского наследия, по сути, появился свой настоящий дом. Действительно, то, что было, это были приспособленные помещения, небольшой музей, небольшое количество экспонатов, где-то там 500 примерно единиц, 700, было представлено к вниманию зрителей. Сейчас есть сеть музеев, есть туристическая инфраструктура, соответствующие все условия для посетителей. Мы принимаем сюда теплоходы. Посетители, туристы едут со многих городов, со многих областей, начиная от Калининграда, Москва, Петербург, Астрахань. Очень много, если перечислять, практически все регионы у нас побывали. Когда мы их спрашиваем, где вы нас, как нашли, они говорят, в интернете. И еще часть говорит, что увидели нас по телевизору. В древнем городе Болгар были отреставрированы 25 памятников истории. Теперь именно сюда едут в поисках истины, чтобы увидеть именно те сохранившиеся на берегу Волги реальные доказательства величайшей древней цивилизации Восточной Европы. Пандемия, конечно, повлияла на поток туристов. В этом году их было 150 тысяч, в 4 раза меньше, чем в прошлый туристический сезон. Но с одной очень важной оговоркой. В Болгар все чаще приезжают туристы, сделавшие осознанный выбор. Для них это не случайная остановка, это дорога к внутреннему миру. Вот до сегодняшнего дня я думал, что я знаю весь Татарстан, знаю всю Удмуртию, знаю весь Пермский край, но первый раз увидел такую красоту неописуемую. Лет 7 или 8 путешествую и первый раз в Болгар. Это потрясающе просто. Люди, вкладывающие сюда, вот, вообще в Татарстан, поражают своей вот
открытостью, отзывчивостью, начиная с президента и заканчивая простым рабочим. Еще одна наглядная история под открытым небом – Свияжск. Из древних соборов и монастырских построек того времени сохранилось далеко не все. В ходе глобальных реставрационных работ удалось полностью восстановить построенную за один световой день деревянную Троицкую церковь, единственный в Поволжье памятник русского деревянного зодчества XVI века, Успенский собор с ансамблем фресок эпохи Ивана Грозного, не имеющих аналогов ни в одной из древнерусских школ фресковой росписи, Сергиевскую церковь, которую воздвигли при правлении Бориса Годунова, и самое высокое сооружение Свияжска – 43-метровой четырехъярусной колокольней Никольскую церковь. Все это теперь богатство Татарстана, его культурное многообразие. И даже спустя годы, возможно, даже десятилетия, сложно будет дать реальную оценку этой огромной работе всех тех, кто стоял у истоков великого перевоплощения. Основная ценность – это, конечно, возрождение того исторического наследия, которое, надо отдать должное, что это только заслуга Ментимира Шариповича, и, конечно, президента, что в Казани вообще создан такой фонд, и благодаря ему сохраняются такие уникальные объекты, которых вообще нет в мире просто. Произошло изменение в самосознании, осознании общества самого себя и раскрыло его внутренние именно позитивные, положительные качества. В начале 2019 года фонд приступил к реализации нового проекта по созданию полилингвальных образовательных комплексов. Что самое удивительное, каждый проект четко по плану доходит до своего логического завершения. 1 сентября первые полилингвальные комплексы открыли свои двери. Фонду удалось сделать что-то нереальное – построить учебные заведения самого высокого уровня за срок чуть больше года. По двум вещам можно нас оценивать. Как мы относимся к своей истории. К нашей истории мы относимся очень бережно. Работа фонда Возрождения это показала. И как мы думаем о будущем. Это будущее, это наша молодежь, наши дети, это образование. Все можно израсходовать, деньги, наследство. Но знания, которые вы получите благодаря этим новым комплексам, это то, что сегодня нужно. Это только начало. Наши первые шаги. В дальнейшем такие комплексы будут созданы. Уже они утверждены нашим президентом Рустамом Нуралиевичем, эти графики, в городах Набережной Челны, Нижнекамска, Альметьевска и второй комплекс в Казани. Уверен, что география проекта «Адамнар» год от года будет расширяться. Такие предложения после августовской конференции этого года уже поступают в наш фонд. Будет создана, я думаю, что эффективная модель полилингвального образования, способная конкурировать на международном рынке, способная к активной жизнедеятельности в многонациональной поликультурной среде. За годы деятельности фонда десятки тысяч благотворителей внесли свой вклад в дело возрождения исторического наследия и в дело просвещения своего народа. Эти две темы, по сути, стали лейтмотивом деятельности Республиканского фонда Возрождения. История и образование – это именно то, что будет работать и приносить свои плоды и через десятки лет. Езира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Кузьмин. 7 дней. На этом у нас все. Барыгызга да иң изге теләкләр. Исәнлек, саулык теләп калабыз. Будьте здоровы и до новых встреч. Здравствуйте. Следующая неделя будет теплой и ясной, но уже к выходным ожидается похолодание, пока без осадков. Подробнее через несколько секунд. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге в течение всей недели будет солнечно. Средняя температура плюс 18 градусов. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево аналогичная ситуация. Будет довольно тепло. В начале недели плюс 18-19 градусов. К выходным плюс 15. В центральных районах республики понедельник встретит жителей солнечным небом до плюс 20. В четверг прохладнее, плюс 19. К воскресенью до плюс 16.
На юго-западе республики почти всю неделю, вплоть до воскресенья, будет солнечно и тепло, до плюс 20. Выходные прохладнее, плюс 15 градусов. На северо-западе республики, а также в Казани, всю неделю ожидается стабильно солнечная погода и плюс 18-19 градусов. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.